Я занимаюсь персональным тренером Эльвирой. Кстати, сегодня я вас познакомлю. Ей около 50 лет. Может, вообще не надо было, конечно, говорить ее возраст. Знакомьтесь, это Эльвира, мой персональный тренер. Без персонального тренера откуда я могу знать, что делать? Давай поговорим о тренере. Тут, где у мужика это торчит, вот здесь можно поснимать интересный фон, да? Очень интересная фреска такая. Короче, вот Эльвира хочет рассказать свою историю. Не хочет, я ее попросила рассказать вам, как она вообще стала фитнес-тренером. Нет? Что, прям так сразу? Эльвира фитнес-тренером не была. Она владела своим салоном красоты, работала в бьюти-сфере в городе Белорецке, представляете? И как вот так вот получилось, что кардинально она поменяла свою жизнь, переехала в Уфу и стала фитнес-тренером. Сейчас узнаем у Эльвиры. Толчком было то, что я заболела раком. Излечиться, чтобы нужно изменить в жизни что-то. Какие-то кардинальные, да, перемены нужны. И вот это вот Эльвира вычитала и решила поменять свою жизнь. Вот, мне вот это очень понравилось. Кстати, это со мной тоже очень хорошо проходит. Вот, если вот что-то у меня по жизни не получается, да, или я заболела, я чувствую, что мне нужны кардинальные перемены. И я делаю эти кардинальные перемены. И, кстати, это очень действительно помогает и работает. Да, Эльвира? Да. И вот как вы так решили все поменять? В один день все вот так решили, что ли? Ну, не в один день. Ага. Ну, для начала я продала салон. Не страшно было Не-а. все поменять? Вот бросить родной город, бросить свой бизнес, который годами, строили, родственников, друзей, и взять, переехать в Уфу? В тот момент мне было страшно из-за другого. Мне поставили диагноз, и сразу я продала парикмахерскую. Какие-нибудь советы можете дать людям, которые вот сейчас тоже в такой ситуации? Не опускать руки. А как не опускать руки? И делать все нужно оперативно. А как не опускать руки? Вот легко сказать, Эльвира, не опускать руки. А вот как? Брать эмоции. Для себя какой-то план, что ли, сделать. План? Ну, конечно. План действий? Ну, да. А вот в тот момент вы о чем жалели? И вот что не попробовали? Вот, например, что вот я до сих пор не попробовала фитнес-сферу уйти. Вы, значит, получается, изначально любили эту сферу? Ну, конечно. Да? А почему сразу не пошли в эту сферу? Не знаю, вот это же у нас свои якоря же у каждого. Там, допустим, боялась уехать. Почему из маленького города? Держала то, что квартира, там, свой бизнес, да, родители рядом. Зона комфорта, короче. Да, ты находишься в зоне комфорта. Жизнь все равно привела к тому, что спустя там сколько? 11 лет, один фиг я к этому пришла. Вы только время потеряли просто. Но уже через что? Через какие потери? Значит, совет какой, доктор? Занимайтесь своим любимым делом и не теряйте время зря. Да, получается же так, Эльвира? Да. Упражнения для рук, друзья. И вы сейчас увидите, какие у меня руки страшные, как у меня обвисла кожа. Обратите внимание, вот они как у летучей мыши висят. Видите, да, вот, видите, какие страшные руки. Вот. Я их дергаю, и вот сейчас, когда вот так буду делать, вот, видите, это вообще пипец полный. И мы сейчас с Эльвирой вот это будем убирать. Надеюсь, через полгода они вообще подтянутся. Видали, вот, обвисшую кожу, вот, крылья, это, как там, летучей мыши. Видали? Вот. Правда, похоже на летучую мышь, да? Правда, смотрите, вообще страшилище какое-то. Короче, я подписана на онколога-мамолога на одного. Не помню, как его зовут, но он очень известный. И вот как-то видела у него ролик, он там, значит, рассказывает, что за много лет работы в стационаре в онкологии он ни разу не видел, чтобы к женщинам ходили мужья. То есть, говорит, приходят, говорит, мамы, сестры, подруги, дети. Он говорит, чтобы мужья, говорит, ходили, говорит, ни разу, говорит, не видел. И какой мы вывод делаем, Эльвира? Я не знаю, каждый. А я знаю, какой вывод. Я знаю. Для себя вывод не сделал. Да. Да, делайте сами вывод, девочки. Так что живем в первую очередь для себя. Для себя любимую ставим на первое место.
а не мужиков, Янкуты, как многие делают. Не надо всю свою жизнь отдавать мужикам. Сколько раз я вам говорю об этом. Я громко не могу говорить, потому что бандазал тулы мужиктар, доктор, обидится еще. Вот так вот, видите, даже вот этот онколог рассказал историю, да, это для вас должно быть уроком. Здравствуйте. Здрасте. Мы очень любим башкирскую хозяйку. Это для двух девушек на имя на букву А. Азали и Альзире, пожалуйста, передайте. Спасибо большое. Они мне очень нравятся. Спасибо Ой, большое. а Белину забыла. Ну ладно, это в Ну следующий раз. ладно, они У меня- поделятся. У меня Спасибо. обед, вот сейчас я пришла, думаю, а откуда голос знакомый? Мы каждый выпуск будни смотрим с мужем. Спасибо, Вот честно, спасибо. очень нравится. приятно. А у нас ничего нету подарить. Нет, дарите нам побольше интересных вайнов, очень нравится. Вот как раз только Мы снимали. смотрели газонокосильщика, умирали со смеха. А. Ну, вроде как-то, знаете, вот не поймем феномен ваш, вот в чем он, да? Интересно вас смотреть. Да? Спасибо. Очень Продолжайте. рада. У меня есть феномен. Да, да. Подожди, не поехали. Нарцисс. Нарцисс. Себя как любит Гуля Таролог. Знаменитый Гуля Таролог, которая участвовала в нашем шоу. Давай «Давай». пожениться и таек. Да, она делала разбор женихам и невестам. А она сразу же сказала Гуля, что ни одна не подойдет. Кстати, доктор, мы скоро будем снимать вторую часть «Давай пожениться и таек». Ищем. Пишите, пожалуйста, Риналю, кто согласен участвовать в этой рубрике. И с Риналем тоже к Гуле всегда обращаемся, когда мы хотим решить какой-нибудь вопрос. Помнишь, в прошлом году сказала, что мы с Риналем больше работать не будем? Я потом наколдовала так, чтобы вы работали. Имей в виду. да? Гуля Тоже разложила нам карты, да, и тогда она сказала, скоро вы, говорит, с Риналем разойдетесь, не будете работать вместе. Ну вы же разошлись. И, блин, точно. Прежде чем делать у меня расклад, всегда помните о том, что вы являетесь хозяинами своей жизни. Ты выбираешь эту дорогу. Видишь, ваши дороги разошлись на какое-то время, пауза была, и вновь сошлись. Риналь, между прочим, ни шагу не делает без Гули. Он все серьезные вопросы консультируется с Гулей. И вот сейчас, вот смотрите, он взял у нее браслет, специально заказал для себя, потому что у него там чего-то не хватает. Это для него камень, денежный талисман. Вот Вот. он хочет денег, но единственное есть но, это алкоголь, как бы надо пока прекратить. Да. Все, алкоголь. А Ну, можно хотя бы допить все, что осталось? нет, иначе этот талисман работать не будет. Кстати, достар, біздің бите элек-электен қатын қыздар кигендер украшение, кашмау кигендер, матур етіп, хырғалар, плохая энергетика отскакивала от этого. Вспомни, да? Даже украшения. Бирюза, яшма, серебро. Носите камни, которые только предназначены для вас. Да, натуральные. Да, натуральные камни, потому что не все камни подходят, допустим, человеку. Сейчас покажу натуральную яшму. Блин, вот говнюки, И ты они сравни. продавали, знаешь где? В гостином дворе и сказали, что это натуральный Ну, вот камень, смотри, бляха-муха. Яшма натуральная. И вот, как бы, видишь, Белая. он прям, видишь, идеальный. А натуральная, она все равно, у нее будет шероховатая потертость будет. Всегда разными запросами мы приходим. В любой город можно заказать. Да, доставка за их счет. Вот, например, самый дорогой у меня вот аквамарин, он стоит 5500. И цитрин, он тоже стоит 5500. Вот. Камень богатства. Камень богатства. А я вот заказываю Оберег. оберег, потому что меня постоянно кутия, доктор. Браслеты вот эти, доктор, просто так не делаются. Они по дате рождения. Даже надо время, во сколько вы родились. Прикиньте, смотрят, кому что не хватает. И потом только делает браслет. Прикиньте, не просто так. Гуля, я знаю, что она всегда карты с собой носит. Я говорю, погадай мне. Мне говорят, что у меня будет третий брак. Да, Милюша может создать брак, но брак ее будет, к сожалению, недолгим, если она выйдет третий раз замуж. Вот так Так вот. что живет Понятно? с Альбертом и, Живу с Альбертом. и ждет свой трицикл. Никуда свои деньги не вкладывай, вообще абсолютно нет. Проблемы с родственниками идут. Глаза свои тоже береги, потому что у тебя проблемы, видишь, с глазами начинаются. Женщина у тебя в августе рядом с тобой будет. Не верь ей, не доверяй. Последний браслет, который ты мне сделал, он порвался. Ты звонила и спрашивала, Гульфия, посмотри, пожалуйста, яшма мой камень или нет? А, да. Яшма, я тебе сказала, да, 100% твой камень. Это камень огня. Я огонь. Тебе не только яшма нужна, тебе нужен еще такой камень, как цитрин. Еще цитрин, видишь? Это натуральные камни, все О, дорогие. мне вот этот. У меня браслеты, вот, кстати, да, стоят 2500, от 2,5 до 5500. Почему? Потому что вот это вот камни, они натуральные, они сами по себе оптом стоят дорого очень. Яшма, это знаешь, какой оберег? С глаз, порча, вообще ничего не прилипнет. Вот прям годами то, что у тебя собирался негатив, да, он прям мощно высасывает, но его и чистить нужно особенно. А что, я же еще ничего не спросил.
Риналь айтқан, я же еще ничего не спросил, что ты уже карты рассказываешь, я была. Так и хочет стать Риналь знаменитым. Кан дьявола, я спрашиваю про Башкирию, да? Если ты не будешь спускаться в низы, а ты же любишь как раз-таки контент такой, да, ну, эротического подтекста, да, тебе надо развивать блог вообще абсолютно в другом направлении. Ты должен нести свет и радость другим людям. Когда получится, Ты должен да. стать примером. В этом году получится, если ты полностью поменяешь свой контент. Алла, идем в мечеть, вот пример. Ринальде одатава. Гуля Риналю сказала идти по духовному пути. Всякие этек-сетек тушерга хватит. Что такое духовная сторона? Ну, это когда ты больше не про материально должен показывать, а про то, что у тебя внутри, твой внутренний мир. Это вот как, представь, вот люди как будто спички, да, и не могут зажечься, а у тебя внутри есть порох, которым ты можешь поделиться, зажечь всех людей, вот в комнате тепло и светло станет. Это духовное называется. Да. А я думала, духовность это ближе к Богу быть, а нет? Кстати, Гуля сказала ему задуматься насчет религии и Бога. У меня с Богом и с религией неоднозначные отношения. Вера есть, но нет веры в конфессии. То есть я не верю там в христианство, в ислам и все остальное, буддизм и так далее. Вот мне было это интересно, когда мне было 14 лет, я перечитал вообще всю литературу религиозную, ну то есть основные там Библия и так далее. И искал ответы, короче, что мне ближе, потому что почему-то вот у меня бабушка там религиозная, да, но когда вот эти всякие мероприятия были, я не чувствовал себя к этому как-то близким. То есть бывало такое, что я когда в мечеть ходил уже, мне было вот 18 лет студенчества, я с компанией ходил в мечеть, и мне внутри было плохо. Мне было некомфортно, жарко, еще что-то. Мне говорили, что у тебя там внутри демоны, шайтаны и так далее. Но как-то в церковь тоже пробовал, да, заходить. Мне вот там раньше девушка была русская, в церковь заходил, тоже что-то вот не то. И как бы я по жизни даже вот, когда у меня дети рождались, вот старшая, например, дочка, да, я был против того, чтобы она изначально была в религии. То есть я думал, она вырастет и потом сама себе выберет, во что верить, короче. Но там получилось так, что без моего ведома ей прочитали и дали имя. А с Жасмин мы тоже обсуждали это. С Альзирой. Она меня спрашивает, что делать будем? Будем давать имя? Я говорю, если честно, я бы не хотел. Вырастет, выберет. Она говорит, я хочу, говорит. Я говорю, если ты хочешь, то... Ты, короче, по мусульманским законам имя не хотел. Да. То есть, и в итоге Альзира прислушалась ко мне, и мы вот имя не читали, Жасмин. Да, и... А родители что, как отреагировали? Или сначала давайте, просто Риналь пускай уйдет, пока мы прочитаем. И потом я такой, ладно, делайте. Но в итоге как-то вот так вышло, что... Пускай, говорит, Риналь уйдет. Итак, дорогие друзья, я вновь готовлюсь к встрече гостей. Моего братишки, друзья, Баймак башкорттары келелер. Поэтому меня ларга кубитип ит бешерем. Бишбармак не стала готовить. Бишбармактан они, наверное, Баймакта туйгандар. Биелиге неге бархан өбөт Баймакка. Күні-түні бишбармак ашаталар. Буктыргансы, оттыргансы. Әсейге ярдам етірге келсегеннен пирог бішірішірге әсей білін Асылкүлде ята. Палаткалармен Асылкүлде менің әсейлер яталар. Представляете, даже пенсионеры палаткаларда выезжают. А хиньяқтахыңанда диванда бұқақ комментарий ядып. Лучше барып ана Асылкүлге ялайды палаткамынан. В смысле, мен телефон қайдем? Сейчас будет мама готовить свой фирменный пирог. А как называется пирог? Қарағат менен бешеле аны. Ремил апайыңда тәуеге көрдім да, мен оқшаттым да, шынан бешеле башладым. Фирменный карагатский пирог. Для карагатского пирога, доктор, нам понадобится кукей, замороженный карагат, сливочное масло и сметана городская. Сметана городская, как насей? Каймак сидит на водяной бане и көрдегенме разрыхлитель халгас ошылайтып тұрып куперде. Көрдегенме қалай нық куперде. Потом сей хадыр заниматься итә кукейдер менә. 5 кукей, или даже 6 кукей, потому что мы делать будем большой пирог карагатский. 6 кукейге 1 стакан шекер халалы туктар. Ярты стакан халарга була. Нет, 1 стакан халалы туктар, потому что менің әсей яратмай шекер и тол яратмай. Уныкы пирогтары не сладкие получается, поэтому лучше халығы 1 стакан.
Ошо коелыкта достар булырга тиеш. Нашла. Имейте в виду. Мы его размазали по листу, и сейчас мама на него положит карагат. Это смородина будет. Вот. Что это палава? Просто замороженную смородину. Почему замороженную, я не знаю. Почему замороженную? А не замороженную нельзя, что ли? Эле ул теге, наверное, нык бешип те өлгөрмөйдүр инде, наверное. Пирог беше уже и карагат ирип генә өлгөрә, наверное. Да? Үзенең согы менән генә. Видите, сегодня мама красивая пришла, в красивом платье, а не в том зеленом кофточке, в зеленой футболке, которая во всех сторисах моих. Кээргә ул камса файдалансам да куркурдым, я куркып китәм. Мусорға ташта уже. Ул футболканы күрһәм һәр котырса. Анда даже майкамды тыгып вакыт. Алла Тәгалә һиңә әйткән куйга йөрмә моны, Фәридә дип. Посмотрите, какая моднявая сумочка у мамы. Вот. Видали? Офигеть. Кой алдың ул сумканы? Зөһрә апайым бүләк. Қалай етештең? Натуральный кожа. Вот, посмотрите. Карагатты ошайтып йәйеп сықты. Висалда бөт, карагатты күбрәк булһа әйтәм була иде. Халып итәм. Духовкага утыртабыз, 200 градуста бешерәбез ярты сәгать. Вот, смотрите. 200 градус кызурак була, 100 икән. Икән. И сколько готовишь? 100 икән булһа, ярты сәгатьтә бешә. Давай, духовканы. Бисмиллахиррахманиррахим. Ничә градус синең әле монда? Авылдан каймак келгән инде, достар. И ул каймак аткан ине. Әсәй алды ярты стакан һыу, и мына эшләне свеженький гына, шып-шыйык кына каймак. Күрәһегезме? Әйе, шу хатындар һөйләйдер дә, Магнитогорскка баргандар да, бер хатын каймак хатып торган, каймагы уже каткан. Куе, потому что Әйе, куе, шуның каткан да, тегеләр алмайдар ди, свежий түгел дип. Шуның әйткәндәр, хатында өйрәткәндә бар, аны колонкадан һыу алып, өстәле бидрәңә шыйгайт та банкага һалды хат. Шулай итеп, шулай һөйләйдер, буган хәл инде ул. Шулай итеп шыйгайткан да, алган да банкага хаткан свежий сметана дип. Әле генә айырттым сепараттан, шып-шыйык кына дигән. Покупай, Таня, покупай, Маня, шыйык сметана дигәндә. Дигән махым алып утыргандар Магнитогорскида. И шуннан алып хәзер авылдың бисәләре шулай итеп каймак хаталар. Вот, каткан каймакты алалар да. Ну, ул свежий каймак. Просто, понимаете, яй көне бит әсей. Просто шуга каймакты алалар да холодильникка куялар. А каймак холодильникка куйгас, ул настоящий каймак, ул куе була. И ул тик ката инде. Әйтәләр те городскойдар. Нифига не свежий дип әйтәләр те. Шуга разбавляют сейчас холодной водой. И, кстати, балды тоже шулай итеп хаталар. Былтыргы балды алалар да мунсага апарып әдрәк кенә иртәләр дә. Теге шып-шыйык була бит инде. Теге свежий хымак. И хаталар нейдә апрельдең адагында майский мед дип кычкыралар. Весь Магнитогорскийдың городской жительләре келип момент алып бетерәләр ди. И никто не задумывается о том, что вообще-то а ты никто не задумывается, что вообще-то на дворе апрель месяц. Майский мед булмай бит инде ул. Тәүге балды. Мына әбиелдән килгән бит инде Уфага. Юл буена бал хата бит инде. Май айында хата башлайлар. Ул былтыргы бал Ул ниндәй бал инде ул? Мына майский мед дип алдап та хаталарны кайберләр. Так что не верьте, майда бал булмай вообще-то. Белмәгәнгә белеп куягыз. Июльдә генә кашайтты баштайлар. Мына олатайны июльдә генә була торган. Июльдән ито ундары мышлай гына була торган. Алар былтыргы балда хаталар вообще-то. Качество меда не меняется, доктор. Бал вообще искренний, у него нету срока годности. Так что спокойно можете брать. Но кемдән алырга тоже белеп куягыз. Не у всех вкусный мед бывает и качественный. Потому что бал корттары, если сотаны до конца явы бөтүп, әдрәк торып, шунда гына мед качественный була, тәмле бал була. А если ул даже сотаны до конца явы бөтмәгәндәр и качать итәләр балды, вот тогда бал не очень-то качественный. Что дигән дәүтәсе? Янда шыйык була, печат иттерге тештәр вискәне магазинлыктан. Әгәр дә печатаны булмаһа, ана шу явы бөтелмәһә, бал шыйык була. Бал шыйык була, ана утырдың ки әси башлай әле. Вот так. Балгайлы. Без кайдан беләбез, без специалисты по меду әсәймән икәүдәше. Потому что безнең олатай гомер буе бал корты тотты. Короче, вот, пирог вытащили, дотар. Вот такой вот примерно прикольненький пирог. Карагатский получился. И әсәй хәзер өстенә еще халай сметана с сахаром. Ох, какой красивый, Давай Баймакский покажем. Давай, открой. Bismillah. Он сегодняшний свежий, поэтому это он... Кама көсіп тастаңыз, сейтеміз пирогтар ма? Ладно, не переживай. Масыр бушасы қарап келген.
Para Milosa'nın anda para da ol heybet. Aşağısı boğumda. Aşağı senden yürüp giyinler. Sırası şey koymam. Bir kahve karı. Мы это Bütün konaklarını bir kahveye ayıran. Eski ötemli bir. Организм какой-то ярамай. Onun laktozla neperеносимость. Kimdi? Kilo satı olmalarım. Bir taşımaydan. Kim edi o? Hiç acımıyor. Ярамай? Yok, nasıl etmeyin? Bütün neden alır? Kaymak aşamaydan. Ya, меня kama zastavienu tuvalet kaldı. Hatta onun pivo переносимость. Mine'yle aşağı gittim hatta öyle sevindim. Nuriman'da piyo zavodu самый başka. Senin pirogun pişmegen. Kinterli. Olsun. Onu kara. Uşanmay. Короче, қонақтарға достар сәй сіремчіген виз халып берді, мына көте отыралар сәй. Қара хақ, пирог бішмеген. Мына, короче, көтерілмеген почему-то. Бұлар, короче, вредныйдар какой-то. Это қонақтардан әсі зависть. Май түгіл. Зәкеға такой. Hele may көп халдық мекен. Май пақыт делы біз ауыл қаймағы халдық бітеші. Баршилі ме кірсі қаймақ Biri ма. barşili may көп халдық мен. Bu ne bu ne şey? Пищика виновата. Зәке ағай, пешканы қайыптай баштаны уже. Bana bir atıyor. Ya разрыхлитель heybet yine. Не, ну, пешкан. Это көтерілген де төшкен көрәң ма сен? Мына, көтерілген де. Османlıkta bitinde. Ай, пышли бұл көтеріліп кеткен елейін бұл. Не болады? Boşaldık daha. Burasında kabarmagan. Ай, просто эдер не қабармаға. Ажардық. Ай, әзір бішмеген. Sonra bir eseğini mokti məlum oturdu başı geldi. Зәке ағай, елләне сені, елләнелі пирогын хәзір қашайым тей. Bir özün görüyorsun. Камера түсіріп тұрай, шыға көрімді. Әйде ойлағындар, қалай ойлаш оңған деп. Şimdi oradan iken biter. Не, он правильно делает, он масштабно сразу. Он правильно делает. Шиғырды язған Рәмил Қолдәулет Әбиел райының Әл-Мұхаммед ауылының бүйік шағиры. Шағиры дұрыс былай? Шағиры. Полностью не помню, так что ғафу етіңіз, достар. Яшсақта шул шиғырды бір техникум культура сәлтамақта оқығанда өйләтіп тұрғанlar шул шиғырды. Так, несіге бұл? Болынсық басқалар өсі? Neyse. Городқа. Кетеміз біз городқа. Несіге? Yok yok. Бір сибайды сибай тенек. Үфі тенек үфіні. Бары яқын магнитканы әйтмейнік шул исемен. Город қана тенек бідіні. Город тебір қәдірді. Үлкендердің өйләшкені хамманда әлі қәтірді. Қайда кеттегі мүгілсің, сумкаң толы йомыртқа. Ерақ түгел, барып қайтам өзіміздің городқа. Күнден күнге тұрмыш матур, донялар да өзгәрә. Заманының қиынлығы тейіп өтті бізгәлә. Üstümüzde kiyim tuzha bölüp githe donyalı, yumurtkalar yükmeydi de magnitkaya dayabız. Menin əsey hürən hala şaulap тұрған городқа. Купитаня yumurtka, бириманя yumurtka, китет ғыш, китет талаш, что ты яйца маловат. Это Таня тауық түгіл, это сатан петух миноват. Олтай деп алдай білген сәт деген себетеміз. Колбасала булка ашап, ерлап қайтып кетеміз. Последний контейнер. Контейнер. Иди аренда, хинен алда, без контейнера. Yok bende дорогой у нас такой контейнер. Bizim разовый var. Ай, яна контейнер қарап алыр керек. Деген вақыт деген целый коробка алып келген, уже yok. Koyarsın kimge bildi. Ne kim келер şunda күстен саламды. Bizde kızın okulu biz seni borab aldık bozardan küveytip. Ertegen inkilem hep kilem. Kişi koşan. Ertegen kilem bizde abi. Gideriz. Kaçım kilo verirdi? Gideriz. Ketep gideriz. Ay Allah. Nege İşte kilo verirdi. Jidisinde varabız. Kuşlara getirdik. Tekinde varabız. İkisi buna beşer her Az önce oturup ses Bir şey. Hile tanımayın, may halmayın bu bitti.